Молодой предприниматель из Сыктывкара решил дать вторую жизнь тоннам пластиковых отходов из вторсырья. Анатолий Рубаняк производит полимер песчаную, тротуарную плитку, бордюры, черепицу, водостоки и другую продукцию, которая так необходима в строительстве. Предприятие уже успело переработать 700 тонн вторсырья и на этом не собирается останавливаться. Предприниматель уверен, это поспособствует решению проблемы утилизации отходов, а кроме того добавит эстетику родному городу. Павел Королев рассмотрел пользу под ногами. Вот уже почти 6 лет Анатолий Рубаняк дает вторую жизнь отходам. Так, на одну такую плитку понадобится около килограмма пленки. Отходы мужчина закупает со всей республики. И в зависимости от сезона, каждый день предприятию нужна почти тонна мусора. Процесс у нас начинается с дробления полимера. Здесь у нас вторичные полимеры различного вида, белые, прозрачные, агрострейч, так называемые, упаковочные для сена, пленочка. Это мы измельчаем полимеры в агломераторе. В дальнейшем получаем полимерную крошку, называется она агломерат. Затем агломерат смешивается с предварительно просеянным речным песком, который привозят с реки Сысола. 70% песка, 30% агломерата. Тщательно все перемешав, в конце добавляет секретный ингредиент, точнее пигмент, который придает цвет плитке. К слову, производят его в Чехии, поэтому стоит задача импортозамещения. У нас в России, к сожалению, не производят качественные пигменты, еще до такого не дошли. Диоксид титана у нас есть, боксит тимана, которые занимаются добычей титана. Знаю, что вроде как у них есть в планах производства как раз таки диоксида титана. Будем надеяться, что они его начнут все-таки производить, и мы сможем его покупать вот у наших производителей здесь, в Республике Коми. Пока на сегодняшний день, к сожалению, только Китай в качестве замены. После полученную смесь пускают в подобие мясорубки с длинным раструбом, по-научному экструдер. На выходе получается что-то вроде пластилина, из которого с помощью формы и пресса выпекается тротуарная плитка. На вид экоплитку не отличить от обычной, но весит она почти вдвое меньше бетонного аналога. Производитель обещает, прослужит вечно. Полимер песчаная плитка, в отличие от бетонной, не мокнет и не крошится, а расколоть ее вряд ли получится. Но на слова мы не верим, проверяем лично. С виду обычная плитка, которую делают из бетона, но, как утверждает производитель, это прочнее. Проверим. Немножко усложним задачу. Ну что можно сказать? Краш-тест пройден успешно. Но не плиткой единой занимается компания Greentech Коми. Предприятие уже несколько лет выпускает полимер песчаные медали, инновационный продукт, аналогом которого нет даже в мире. Наградную атрибутику заказывает региональный Минспорт, и теперь на шеях победителей красуются эко-медали. А еще компания активно занимается эко-просвещением молодежи. Школьники и детсадовцы учатся сортировать отходы, которые потом сдают на предприятие. В дальнейшем из них изготавливает эко-плитку, которая пойдет на ремонт крыльца учреждения. Школа решила, скажем так, сделать благое дело. Это, во-первых, научить своих учеников сдавать вторичное сырье, сподвигнуть их к тому, чтобы они помогли школе с благоустройством входной группы. Так как мы благодарность школе за такую активность, в обмен на вторичное сырье даем плитку, которая в дальнейшем будет благоустроена школа. Такие проекты у нас реализованы уже с 7-м садиком, 38-я школа также принимает участие. Качественно и экологично. Вот почему покупатели голосуют рублем за экопродукцию. Сейчас ее можно увидеть во многих строительных магазинах Сыктывкара и за пределами республики. В планах у компании выход на рынки Казахстана и Белоруссии. Павел Королев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.